Здравствуйте! Каждый имеет право на свободу объединения в профсоюзы. Это означает как свободное создание профсоюзных организаций, так и добровольное вступление в уже действующие профсоюзы. Трудящиеся в количестве 3 и более человек имеют право создать профсоюзную организацию. Для этого они проводят учредительное собрание, избирают профсоюзный комитет, его председателя и ревизора. Если организация малочисленная, то достаточно избрания профорганизатора. В Кыргызской Республике регистрация профсоюзных организаций в качестве юридического лица в органах Министерства юстиции носит заявительный характер. То есть профорганизации могут регистрироваться в органах юстиции, а могут функционировать и без регистрации в качестве юрлица. В данном случае они осуществляют свою деятельность согласно уставу отраслевого профобъединения, в которое они входят как членская организация. Право на свободу объединения – это одно из основных прав человека. Оно закреплено статьями 8 и 36 Конституции Кыргызской Республики. Также это право более детально регламентировано в Трудовом кодексе Кыргызской Республики, Законе о профессиональных союзах, других законах и подзаконных актах. Право на объединение в сфере трудовых отношений также закреплено Конвенциями Международной организации труда номер 87 о свободе объединения и защите права на объединение в профсоюзы и 98 о применении принципов права на объединение в профсоюзы и на ведение коллективных переговоров, ратифицированных Кыргызской Республикой. Свобода объединения означает, что трудящиеся имеют право без каких бы то ни было на то различий свободно, по своему выбору, создавать профсоюзы без предварительного разрешения, а также вступать в профсоюзы. Единственное, имеются определенные ограничения в отношении сотрудников правоохранительных органов и вооруженных сил. Профсоюзы имеют право самостоятельно вырабатывать свои уставы и положения, свободно выбирать своих представителей, организовывать свою деятельность своего аппарата, формулировать свою программу действий, а также имеют право на забастовку. Это означает полную самостоятельность подготовки и принятия своих уставов, определение структуры организации, условий и установления требований к руководящим органам, определение направлений деятельности, программ и планов работ, степени и видов отчетности об уставной и финансово-хозяйственной деятельности. Также работники имеют право на организацию, проведение или участие в забастовке в случае грубейшего нарушения их законных прав и интересов. Это право предоставлено трудящимся помимо международных правовых актов, также Конституцией Кыргызской Республики, Трудовым кодексом, Законом о профсоюзах. Государственные органы не вправе навязывать профсоюзам уставы, какие-либо условия, требования или рамки, которые могут ограничить указанные права трудящихся. Профсоюзы имеют право на создание федераций и конфедераций, вступление в международные организации, пользуются защитой от административного распуска и приостановления деятельности. Первичные профсоюзные организации имеют право вступать в отраслевые профобъединения, отраслевые профсоюзы, в свою очередь, в республиканские федерации, а федерации в конфедерации. Также гарантируется свобода вступления в международные объединения профсоюзов. К примеру, первичные профорганизации горнодобывающей отрасли входят в состав Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана. ГМПК является учредителем и членской организацией Федерации профсоюзов Кыргызстана, а также 3 международных профсоюзных объединений: Глобального союза Industry All, Международного объединения Союз Металл и Международной Евразиатской федерации металлистов. В рамках взаимодействия на международном уровне осуществляется обмен опытом и информацией, оказывается методическая, консультационная, правовая помощь, проводятся совместные обучающие мероприятия, программы, применяются акции международной солидарности. Свобода объединения также предполагает защиту работников от антипрофсоюзной дискриминации. Это означает недопустимость каких-либо ограничений трудовых, социально-экономических, политических, личных прав и свобод граждан в связи с принадлежностью к профсоюзам. Запрещается обуславливать прием на работу, продвижение по работе, а также увольнение работника по причине принадлежности или непринадлежности его к профсоюзу, вступления или выхода из него. Профсоюзы пользуются защитой от вмешательства со стороны работодателей и со стороны государства. Они независимы в своей деятельности и подчиняются только законодательству Кыргызской Республики. Они не подотчетны и не подконтрольны органам государственной власти, работодателям, политическим партиям и общественным объединениям.
Запрещается всякое вмешательство, способное ограничить права профсоюзов или воспрепятствовать осуществлению их уставной деятельности, если иное не предусмотрено законом. Профсоюзы имеют право на коллективные переговоры со своими социальными партнерами, органами государственной исполнительной власти и работодателями по вопросам регулирования трудовых, социально-экономических и иных вопросов. Дорогие друзья, свобода объединения рассматривается во всем мире как одно из самых базовых, фундаментальных прав, которым обладают все без исключения работники. Принятая в 1998 году Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда отнесла право на создание профсоюзов и ведение коллективных переговоров к числу прав, которые обязаны соблюдать и обеспечивать все государства, являющиеся членами МОТ, независимо от того, ратифицировали они Конвенцию МОТ 87 и 98. Идея этого подхода заключается в том, что если работники пользуются правом на объединение, то в их силах и вести через свои объединения, профсоюзы, борьбу за достойный труд. И это самый совершенный и надежный способ добиться справедливых и достойных условий труда. Всего наилучшего!